Гелиос Васильевич там так громко назвал все это дело, авторский метод. На самом деле никакого авторского метода у меня нет. Ну, хотя я думаю, что у каждого человека есть свой авторский метод. Да? Каждый человек в результате подбирает индивидуум каждый, да. Согласен с вами, что ульи, они в железном ящике призимуют. Какая семья будет. То есть, очень важно, какая будет семья, какие будут болезни в семье, потому что сейчас свой опыт расскажу. У меня были 2 зимовки. Наверное, все пчеловоды рано или поздно переживают этот момент, когда пчелы погибают. У меня в прошлом году была зимовка отвратительная, позапрошлом была менее отвратительная, тоже отвратительная, но причины и никакие ульи тут не справляют эту ситуацию, потому что я там хапнул где-то вирусно или перешел на биометоды работы с клещом и получил охрененную заклещенность пасеки. И в прошлом году у меня 1000 клещей выпадали с каждой семьи, я их все проливал, и каждый раз у меня сотни их сыпалось, 300, 400, 500, и в результате очень был большой просад в пчелах. Вот в этом году ситуацию чуть поправил более-менее, вот. Но тем не менее весь этот опыт дает возможность изучить на собственных ошибках, доходит намного быстрее, я так понимаю. Ну, тема у нас открытое дно, зимовка с открытым дном. Абсолютно согласен с парнем, который говорит в этой зимовке. Я тоже к таким выводам пришел, добавлю кое-что свое. Вот, в этом все вот задали, почему кирпич лежит. Кирпич лежит потому, что у него, видели, какая тонкая крыша? Легкая. Короче, эти пенополиуретановые крыши, когда она имеет вот такую толщину, ее летом гнет. И они вынуждены наложить кирпичи, чтобы ее придавить и чтобы не было вот этой качели. Вот видите, здесь она маленькая. Я, особенно если когда на центр кирпич ложишь, провал получается, потому что я кирпичами испортил крыши. Все крыши сначала с кирпичами лежали, поэтому у меня еще это усугубилось. Плюс они не крашеные были, и все очень быстро. Поэтому я сделал вот такую приспособу, но она, это не секрет, немцы используют много десятилетий такую приспособу. Она очень удобная, быстро снимается, быстро одевается. В общем-то, потерял, новую сделал, в общем, как бы удобно. В чем я еще вижу с открытым дном? Есть очень много видео в интернете по поводу верхней вентиляции. То есть открытая нижняя вентиляция, то бишь сетка. Причем у меня сетка в дне почти на весь, на все дно. На всю площадь дна, да. Достал. Вот, на всю площадь дна. Вот. Ну, сразу, если с дном начали, я использую не поликарбонат, а использую вспененный ПВХ. Ну, во-первых, на нем лучше видно осип клеща. То есть он беленький, его он очень хорошо чистится, моется. Вот он у меня уже несколько лет, видим, как новый. То есть он не чернеет, ничего с ним не происходит. Вот. И у меня здесь сделано, то есть они очень уплотненные, то есть как бы у меня очень плотно заходит. То есть нету вот здесь вот, не сквозит, то есть он плотно прилегает, и я на весну его ставлю, когда они правильно после очистительного облета, когда началась яйцекладка, когда пошла перга, я ставлю эту заслонку, и она у меня стоит примерно до конца мая. То есть вижу уже, когда пчел на прилетке становится много, я убираю ее, и уже убираю ее до следующей весны, так скажем. Вот этот уклон важен? Уклон есть, но я считаю, что он не важен. У многих производителей нет этого уклона, есть здесь литки какие-то, функциональность повышается. Но в моем уле вот в этой форме это есть, и в общем-то это не мешает нисколько. Наверное, чуть-чуть облегчает пчелам уборку, да, в какой-то степени. Труднее вытаскивать, легче. Да. Они так мучаются. Вот, что еще, на что я в своем опыте обратил внимание. Я экспериментировал с вентиляцией верхней, вот, потому что раньше я с 10 по 5 год я работал на деревянных ульях, они у меня до сих пор остались 16-рамочные. Только научился я в них зимовать, зимовка была отличная, все хорошо, и перешел на пенополиуретан, и там все по-другому. Вот, там
там я открывал верхнюю вентиляцию, закрытое дно, то есть все было более-менее нормально, все было сухо, все было нормально. Вот здесь начал, пчелы не уходят, пчелы под крышкой собираются, семья сильная, выедает верхнюю часть кормов и получается, иногда получается, что бескормица, да? Особенно если семья чуть-чуть с ней, у нее башню снесло, и они расплод гонят и в сентябре в том числе. Вот, есть такие семьи, у меня вот тут недавно я занимался одной семьей, но что-то у них происходит, видимо, я не знаю что, вроде все нормально, а они продолжают функционировать, матка бегает толстая, в общем, вот, пчелы море. Осень теплая была просто. Вот, а все остальные сидят, вот она такая. Вот. У некоторых, Все остальные в клубе сидят, все остальные домой, это побегают. да, некоторые Да, вот таких, от таких, наверное, семей надо их убирать, да. Вот, поэтому я пришел, что никакие мероприятия с верхней вентиляцией, как бы я ни делал, корпус не ставил, делал огромные отверстия, там, чтобы там закрывал нижнее, ну, ничего мне не получилось. Я пришел к выводу, что надо максимально утеплить верх. Вот я раньше так зимовал, вот в прошлом году. Что я заметил? Вроде бы пенополиуретан говорит там 20 миллиметров пенополиуретана заменяет 250 миллиметров дерева. Ну, согласен, здесь у меня 36 миллиметров толщина крыши, и вроде бы кажется, что достаточно должно быть. Но что было в прошлом году? У меня дятел на пасеке там живет, да? Ну, я уже в прошлый раз говорил. Я справился так, я сделал чехлы из брезента, и я одеваю чехол из брезента. И решил уже, была где-то ближе к весне, решил снять чехол, посмотреть, что там в семье, по кормам и так далее. Чехол начинаю снимать, а он в месте, где был клуб, он прилип, то есть лед. О чем это говорит? Значит, тепло выходит через эту крышу. даже по снегу видно, тает. Да, то есть через эту крышу, несмотря на то, что она достаточно толстая, ну как бы относительно толстая, лед выходит, тепло выходит, то бишь этой толщины. Для того, чтобы полностью удержать температуру в уле, недостаточно. Поэтому я начал зимовать вот так. В тот год, когда у меня были эти штуки, у меня некоторые в семье оставил с кормушками, и зимовка была намного лучше. Во-первых, на кормушке нету этой качки. То есть кормушка у меня очень четко прилегает, и я не сторонник совать вот сюда что-либо. То есть или фольгоизол, или полиэтилен, потому что полиэтилен не дает как бы крыше сесть полностью. Поэтому он что делает? Он на видео вы видели, да? То есть он положил, придавил это все большим весом кирпичами, чтобы это все было придавлено. Но я не сторонник этого, я считаю, что единственное, что когда без положка это делаешь, они могут, если семья по назематозу неблагополучная, они могут обосрать крышу. Вот. Пленка защитит просто от этого. А так она здесь не нужна, потому что здесь расстояние между крышей и рамками, оно 7 миллиметров, и там никаких проблем нету. Вот. Я утеплил вот здесь вот отверстие, которые пчелы, через которые ходят. Я сделал здесь эти из 30. Вот из 30-ки просто фрезой вырезал, они сюда идеально подошли, вот, и все стало хорошо, потому что когда стоит баночка, открываешь, видно капельки здесь, то есть вот в этом месте. Когда я эту штуку сделал, эти все проблемы ушли, если даже там лежит пленка, открываешь, на улице минус, там был уже минус у нас, помните, такие минусовые дни были хорошие, я специально проверил, на клеенке капель не было. То бишь все капли на клеенке это недостаточное утепление сверху. То бишь температура встречается, то есть холодная, теплая, ну и понятно, там капли обычно появляются при расплоде, когда расплод уже появляется, а дымов не бывает. Температура поднимается. Точка росы когда есть, тогда и бывает. Зимующий клуб 13-14 градусов. Да, температура гнезда поднимается и начинаются капельки появляться. Ты знаешь, у меня было даже вот в рот, все, семья сидит и глубоко, и все хорошо, но капельки все равно есть, все равно не хватает. То есть вот этой крыши. Точка росы, значит, да? Да. То есть у меня все банки я из уля на зиму убираю,
Вот, здесь у меня стоят эти заглушечки. И вот таким образом у меня пчелы зимуют. Закрыто. Ну и понятно, что лучше их не дергать, лучше все закрыть и как бы забыть. Но это мой как бы опыт, хотя опять же он такой, что если я там прозимую так 10-20 лет, да, я скажу, что да, вот так вот надо. Пока я каждый год что-нибудь экспериментирую, то сетки ложу, то тут на следующий год хочу, вот все говорят, нужно открыть полностью сетку, да? Я хочу все-таки попробовать открывать не полностью. Вот открывать спереди где-то 1/3 часть. Я задвижки выкинул. Вот, не весной, не летом. Иван задвижки выкинул вообще. Кто-то говорит, там пчелы замерзли. Нет. Поэтому у каждого пчеловода свои эксперименты, да, поэтому тема интересна. Даже весной не ставили. Каждый свой опыт. Всегда цветы. Ну как прилетка надо использовать. Я спереди надо засовывать. И как вот теперь еще один момент. Корпуса-то? Додан? Додан. Еще один момент. Да, у меня сейчас зимует пасека. У меня зимует 15 семей на 300 рамке и 20 семей на 145. То есть Иван знает, мы с ним часто общались. Я когда перешел на 145 рамку, у меня не очень все хорошо было. Но я в конце понял, в конце концов, сегодняшний мой вывод, это не из-за рамки. То есть у меня там комплекс всяких штук совпало, в том числе вирусные, как бы, все эти моменты, плюс соседняя замена маток, поздний расплод, высокая заклещеванность и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом году у меня сейчас они зимуют, и я решил максимальную статистику собрать по зимовке. То есть я их всех взвешивал, я сделал группу аналогов по лечению, одних отличил так, других так, использовал сублимацию, с клещом поборолся достаточно как бы серьезно. Вот. И с карманием. То есть у меня сейчас в улье, ну у меня семьи в основном ушли 30 ульи, вот такая комплектация у меня весит 30 плюс, да, там 33, 35, вот я каждый улей взвесил. Вот. Здесь дно 2,5, типа 2,5, 5, и здесь 2,5, то есть 7,5 килограмм, если он 33 килограмма, получается пчелы с рамками, и, то есть без рамок и с медом, потому что это я вес говорю с рамками 2,5 килограмма, вот, у меня получилось, что где-то 20 килограмм на семью. 15-20 хватает. Да, даже видел, что некоторые у меня семьи были 43, у меня лидер был 43. То есть это 30 с лишним килограмм пчелы и меда. Вот что я заметил. Вот я сейчас наблюдал за Доданом и за 145 рамки. Додан у меня зимуют на 3 корпусах, у меня 3 корпус еще снизу стоит. На 3 корпусах, но нижний просто пустой. Потому что я их выдавливал медом, и надо, чтобы они висели. Они у меня снизу висели на рамках, потому что я хотел создать этот брусок, верхний брусок медовый, чуть потолще, чтобы они как раз ушли пониже. Но я вижу, что все-таки вот такой вот брусочек верхний медовый, да, там ложе, где они зимуют, такой брусочек недостаточно, все равно они очень близко к верху. Что я заметил на 145 рамке? Я оставил сразу верхний корпус полностью медовый. Сразу при сборке гнезда я ставил корпус и после этого закармливал. И вот я вижу, что при такой системе закорма и сборки у меня пчелы находятся, вот если это 1, 2, 3 там внизу, то пчелы где-то вот так. То есть над ними вот столько меда. Осенью. Да, и я заметил, знаете, что происходит? Вообще, это я, наверное, читал где-то, наверняка все это знают, что мед в ульях является не только кормом на зиму, он является теплоаккумулятором. Вот. И аккумулятором холода в том числе. То есть он не дает возможности колебаться температуре в течение суток очень сильно. Вот. Поэтому раньше, говорит, не ставьте по 40 килограмм меда, там в книжках пишут, в старых, да, не жалейте пчелам меду, они его лишнего не сидят. Ну, в самом деле так и будет. Вот, поэтому, но оставляют мед, ну, у меня старый пчеловод, вообще 16-рамочный улей, я к нему заглядываю, у него на 6 рамках улей пчелы сидят, ну, еще плюс там одна, может быть, на 7, да, все остальное медовое.
Ну, это... А я наоборот лишнюю рамку Термостат. стараюсь выкинуть, меньше ставить. Да, вот. Ну, тогда лучше зимой. Сокращаешь. Вон такой опыт, что лучше зимой. А я увидел, что Если на сверху, 7, то 6 когда оставляют. много Если меда по сверху, много, они, во-первых, собираются, вот, ни одна семья, которую я так На собрал, полный мед, да. не собралась вверху. Все сидят внизу. Слушай, если будет, То есть они сидят плотным клубом. И когда, помните, оттепель была? Ну, Оттепель да, была, я думаю, что же будет? 300. То есть 300-ю семью открываю, они Наверху. клуб разошелся, рыхлый. Нет. Все 300 семьи открыл, везде клуб рыхлый. расходится. А там, где был мед сверху, сидят и не шелохнутся. Да. То есть, видимо, этот холод, который в рамках есть, он их держит, и у них нету такого. Может быть. Вот может быть, да, это мой тоже. Я, конечно, весна покажет. Весна всю зимовку оценивает. Не осень и не зима. В октябре бипином обрабатываю пчел еще сверху. Когда через морозы начинаются, смотрю, чаще пчелы вниз сами уходят, потому что полномедные рамки. Да. Они туда по-любому уйдут. То есть мед должен быть сверху. Мед должен быть сверху. Да, Ну, мед должен быть рамки сверху полномедные. однозначно. Однозначно. То есть, как бы собирать пчел, знаете, есть такая, помните, нам Шахматов в свое время, пусть ему земля будет пухом, был шикарный пчеловод, но он, помните, рассказывал, пустая, полная, пустая, полная, пустая, полная, да? Да, Рассказывал. да. Вот, и у него там в тот год там проблемы были, у него пасека погибла. Да. Вот я думаю, что пустая, полная, Не очень. это не очень хорошая Не очень сборка. хорошо. Они вверху могут сесть. Да, они могут сесть вверху, потому что у них есть пустая рамка, на чем сесть, и она доверху. То есть обязательно должен быть верхний брусок меда должен быть обязательно. Вот это, Пчела не садится на пустые соты. То есть она садится на пустые соты, но она до конца дойдет до меда. ну, 1/3 клуба на меде, 2/3 клуба на пустом соте. Вот поэтому они расходятся. Бывает клуб, когда небольшой, он как бы до 3-4 рамки съедает до конца, а боковые целые, Боковые и это, остались. да, остались тут. Ну, так что я все рассказал В там, январе о своем разбирался, я. как бы, представлении и опыте. Ну, как вы Пришел, видите, да, он, на снегу все мертвые пчели. у всех он разный. Ты скачаешь сегодня? Юрий Васильевич, Юрий Васильевич, Сейчас, одну секунду. извиняюсь, я не знаю, сколько у нас есть времени, да? Вот, Есть время. в прошлый раз уберу я его. Хорошо. Значит, если вы оставите, я свои принесу, Я оставлю. чтобы сочинение было. У меня есть в рамках, в прошлый раз нам один дядечка, я не помню, как его зовут, к сожалению, говорил о программе развития пчеловодства Удмуртской Республики, которую мы должны принять в следующем году. Нельзя. Нельзя. Да, я, Играй. вот, я хочу посоветоваться с вами и, может быть, не знаю, стоит ли это выкладывать на сайт, наверное, не стоит. Потому что если выкладывать, то это надо делать другой тип доклада на эту тему. Если вообще вы поддержите и скажете, что это нужно в этом направлении идти. О чем идет речь? Я живу по Винскому тракту, деревня Пайвай. Вот, рядом со мной в 2 километрах деревня Пайвай сама по себе, в 5 километрах у меня Постол, в 5 километрах у меня Бенвиль. И 5 километров Теренгур. То есть вокруг меня 5-километровая зона, то есть 10 километров всего получается. И так 10 километров, и так 10, то есть здесь 10 на 10 такой участок. У нас достаточно много липы, и у нас активно работают марийцы. И через сколько-то лет у нас липы не будет. У меня уже нет. У нас уже нет. У меня тоже уже почти нет. Вот, и с этим ничего не поделаешь, потому что у них официально оформленные делянки. Я с ними на своей территории, когда у меня рубили, они у меня прямо около моей пасеки вырубили 19 гектар липы. Я с ними договорился, они 150 штук оставили, вот таких вот. Ну, по крайней мере, они там разрастутся, Молодец. хоть что-то там, что-то будет. Да, все остальное была посажена юбка. Вот. Но липа быстро восстанавливается. Ну, не в твоей жизни, конечно. Так, но она когда она медоносом-то будет? Да, 30 лет. Вот, и вообще у меня есть, понятно, что это такая боль, да, боль, наверное, всех пчеловодов России, Не выделяет. да и мира, когда вырубают медоносные растения,
Конечно, это больно для пчеловодов. Но, а что мы можем с этим вопросом сделать? Да? Ну, я там думаю, пусть вырубает, я буду на своей территории садить, и каждый год по 100 штук сажу лип. И понятно, кто-то говорит, ерундой занимаешься, на твоем веке не цвести не будет. Ну, пусть будет, не будет, но когда-то это все-таки будет. Эти растения будут, и на моей территории их никто рубить не будет. Да? Вот. Но у меня есть идея вот такая, я хотел бы ее обсудить. Может быть, это в рамках пчеловодства Удмуртской республики это сделать, да? Может быть, нет. Вот эта территория 10 на 10 километров. Была уже встреча, и есть теоретическая возможность перевода ее в особо охраняемую зону. Ну да, заповедник. Вот. Ну, это заповедник называется, еще как-то. Это особо охраняемая зона с определенными территориальными особенностями. Да? Ну да. Вот, ну, рабочее название Пчелиная долина. Рабочее название. Федеральный лес. Делается это все на российском уровне. То есть, может быть, Удмуртия может сама, но, скорее всего, все согласования проходят в Москве. В чем идея? Вот мы в прошлый раз, особенно когда я послушал в прошлый раз доклад о болезни липы, я понял, что справиться с этой болезнью можно только инициативой, частной причем, волонтерской, там, не знаю, еще чем-то. И то не на все территории, потому что расставить через 100 метров ловушки для самцов этой бабочки, ну, это крайне сложно. И, ну, да, вокруг пасеки можно расставить, и это, может быть, так и надо делать. Вокруг пасеки, чтобы борьба была интенсивная, глубь леса меньше, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но, наверное, есть же какие-то экономические показатели, да? Экономические показатели любой деятельности. Вот, допустим, если мы переводим лес в какую-то особую территорию, а что же с этого будет иметь держава, да, государство? Сейчас продают делянки, высаживают елку, через 50 лет эту елку опять срубят, и это экономический процесс. У меня какая идея есть? Есть достаточно ценная порода древесины, но которая у нас не представлена в лесах. Но вы видите, что зима становится у нас теплее. И мы постепенно переходим из третьей зоны в четвертую. Мы видим, что у нас уже цветут каштаны. Что вы предлагаете? Вот. Я сейчас себя на территории высадил бархат амурский и маки, есть такие, это бобовые деревья, ранние медоносы. Вот. Потом вот с Сашей проводим эксперименты по поводу европейской липы. Она у нас растет на набережной, растет в городе Ижевске. Бархат амурский растет в городе Ижевске. Липа европейская растет в городе Ижевске. Вот мы собирали в этом году семена, сейчас их будем сами стратифицировать, пытаться вырастить и так далее. То есть те вырубленные территории засаживать не просто елкой, а медоносными растениями в рамках этой территории и этой программы, но которые тоже имеют ценность. Допустим, орех черный, конечно, дорогущее дерево. Вот, уже павлонию садят некоторые. Ну, павлония, она до минус 33, хотя все говорят, что бесполезно. Бархат амурский, говорят, железно будет расти в наших условиях. Вот, а павлония, по-моему, нет. Ну, почему? Посадил один, будем посмотреть. То есть мы видим же, что, я знаю. Ну, не знаю, кто живет на природе, те видят, что зимы становятся намного мягче. У нас нету периодов там 35 плюс неделю, 2-3 и так далее. Вот. Вкратце идея такова: вывести территорию в особо охраняемую для того, чтобы те вырубаемые территории засаживать более дорогими растениями, которые будут кормить пчел. И эту территорию населить пчелами. То есть, конечно, там можно много чего сделать на этой территории, можно вообще вывести определенные пасеки, сделать, чтобы было в проекте, чтобы там было не одна, а десяток, 20 пасек, там, допустим, в лесу, она подготовлена, выставлена на конкурс, пчеловоды ее купили, и пчеловод на правах аренды, ну, как Сергей в лесу, этой пасекой занимается. Но только он знает, что вокруг у нее мощнейшая медоносная база, что у нее липу не рубят,
что у него... Который Сергей. Вот тот Сергей. Вот У него Сергей. маску одел, девица. Вот. Идей сюда можно очень много, если напридумывать всего, да. Я То думаю, есть- все тебя поддерживают. Надо только ходы искать. Да, надо искать ходы. Башкирии же сделали, но у них опыт есть, наверное, вот это вот где. В Башкирии. В Там Ульяновске? Институт эпидологии и пчеловодства. Мало того, Заповедь. смотрите, Там министр, замминистра по пчеловодству есть. когда у меня эта идея как бы зрела, я давно ее уже вижу, но сейчас начали говорить о бренде удмуртский мед. Бренд башкирский мед. Там, из Удмуртии везут мед в Башкирию, они там его продают, у них там сбыт есть. Бренд есть. Удмуртского меда бренд как бы А иногда слабее. вывеску просто из Башкирии привезут. Почему И бы не сделать такой шаг для того, чтобы на основе этого мероприятия в том числе раскрутить бренд удмуртского меда? Бренд удмуртского меда раскрутить, с липового меда надо. Вот. Ну, липовый мед вообще Ну, у нас же Павел, он Иванов с долги занял на России на все второе место, блин. Проблема Там не было все чуть-чуть. поддерживают, нужны ходы. То есть пчел Можно Башкирия я победила, записать свою второе команду? место. Что Да, должен мы Семена сеять буду. на Причем сегодняшний два день автора как бы создали некую Или такую второй, межрабочих, третий. это рабочую группу мы ее назвали. Прекрасно. В нее здесь, ребята, вот Саша в нее ходит, мы начали общаться. Я эту идею начал вбрасывать среди своих как бы ребят, там, всем очень нравится. Но я понимаю, что я тут, как бы, у меня там очень много дел у себя на территории. Понятно. У меня есть большой есть план по моей пассиве. То есть, как бы я ее сейчас развиваю, сейчас там строю. Хочу сделать условно изолированный облетник, заниматься матками. Так у меня очень много там дел. Вот поэтому в любом случае я там не разорвусь, поэтому командная работа только может быть. Хорошо, эту тему мы поднимем на семинаре. Познакомьтесь сначала в материалы, которые вот тут скинут. Там все об этом написано. Это боль не только вот у нас здесь, вот у вас. Это у всей России. Может быть какая-то критика, кто-то скажет, кто-то информацией владеет, скажет, что это Критика? не пойдет там, или это пойдет-то так, вот предложение. Пойдет, но дорого. Так. Нет. У меня есть, ребята, у меня есть предложение. Знаете, однажды судился пчеловод, не знаю, типа Нельзина, что у него всех пчел, значит, эти опылильщики погубили. Судья, смотрит на него как на идиота, какие-то пчелы, тут убийства, тут и все. Его один адвокат научил, ты говоришь, скажи, что мед у меня получился отравленный, и мне жаловались несколько покупателей на свое здоровье, потому что купили мой мед. Все, сразу дело пошло. И вопрос решился, вот честно, а если будете говорить про пчел, никому, ни одному судье это не надо. Опять этот пчел вот тут болтает что-то свое. Надо вот оттуда идти, от людей. А как заставить? Есть это одно предложение, только вы меня не побейте, потому что я шучу. Нужно платить столько налогов от пчел государству, и оно будет на руках носить каждого пчеловода. Не будет оно. Почему? Не будет? Пусть сначала По крайней мере, платить. проглотит и все. Пятая колонна, она никуда не делась. Ну вот видишь, мое предложение, я знал, что я против него, я просто так сказал. У нас в деревне этот самый, я когда приехал туда, и весной мне надо было трактор, чтобы спахать огород. И я иду по деревне, и стоит такое дерево, большое-большое, и все цветет вовсю, там бальки такие висят, и пчелы на нем гудят, прямо рой. Душа радуется. Я смотрел, не могу понять, что за дерево, чудо дерево. Спрашиваю местного, что за хрень-то у тебя такая? Нигде вот такого нету, у тебя есть. Это, говорит, грецкий орех. Огромное дерево, грецкий орех. Я говорю, и что? Да все нормально, говорит, оно растет, все путево. Только орехов, говорит, за 25 лет один раз было. Я говорю, как так? А все очень просто, говорит. Оно там выросло, там, оно зацвело, раз мороз. Там мужские, женские. Все деревья, все листья, все отпало. Потом она говорит, снова листья-то. Но мед дает. Но я сегодня привозил с Донецкой области. я Все орехи заморозил. пыльценосы, хорошие. Ну да. Да, он пыльцу хорошо дает, но дело в том, что Пыльцу дает. Мужские орехи. И рано. погоды у нас нет, вот в чем проблема. Вот по-вашему, давайте пару слов скажу. У вас в радиусе 10 километров здесь и здесь никого нет. Ну, Получается. кого имеете? Пчеловода?
пасек. Нет, полно пасек. В диаметре. Пасек полно. А, то есть пасек полно. Пасек полно. Они официально в лесу зарегистрированы. Да вот в том-то и дело, что никого ничего не зарегистрировано. Вот есть такой вариант, самый надежный. Это, конечно, трудно сделать. Сейчас лесничество не дает за регистрацию пасек. Всякими методами пытаются отодвинуть, не рыпайся. Я хочу собрать такую группу. Олега Смачко у нас туда уже войдет. Он специалист. И у нас группа федеральная есть. Мы этот вопрос уже очень-очень долго обсуждаем. Вот пчеловодство, туда входят все региональные пчеловоды. И этот вопрос обсуждается, он на уровне федерации, на очень высоком уровне обсуждается. Предложение пчеловодов пока такое идет. Самый надежный. Мы, пчеловоды, должны зарегистрировать свои пасеки в лесу. И так как вышел этот лесной кодекс, они как бы, был 198 закон, что ли, в 11 году он еще, или в 11 году был, да. И этот закон есть. О запрете вырубки липы. У меня зарегистрирована пасека, все, и все равно рубят, потому что санитарная рубка. Все, липу рубят, раз. Так что у них есть отмазка. Ну вот, санитарная рубка, но все равно мы, сейчас перечень идет, липа, ива и там очень множество медоносов, включить вообще запрет, вырубки этих медоносных. И мы сейчас должны на эту тему как-то собраться, собрать цифры, вот какие преимущества мы должны доказать, что вот не вырубая эту липу, государство будет иметь больше прибыли, чем сырьем продать. Вот мы над этим должны поработать. Налогом опять идет У нас иву, всю иву бобры. И все это мы должны собрать. Другие народы. Бобры. Башкирии, наверное, вот мы с ними центр будет, туда все соберем, и все это будет предоставляться федерацию. И мы должны добиться, чтобы хотя бы в радиусе 3 километров вообще запретить вырубки вот этих медоносов. Ива, клен, липа. Конечно, надо регистрировать пасеку, чего ж тут говорить. Регистрация должна быть, да. Да это уж... Тут даже не... Пора выходить из пещер уже, ребята. Выход такой. Одевать костюмы, галстук. Липовый мед, как бы, да, он бренд, но его очень тяжело получить. Я на липе стою 10 лет. Ну да. Я за 10 лет нормально получил 3 раза. Все. Да, правильно. 14, 16 лет и этот год. Это 0. Да. Поэтому, знаете, как бы, липа это хорошо, но это очень тяжело. Если липы нет, то меда нет, у меня так же. Это очень тяжело. А у вас ровные места? Знаете, как делали? Говорят, если Нет, вот есть все равно, то есть нет так, чтобы наверху цветок потерял, Года 14, обдуло, 16 и 20. а внизу, скажем, сохранилось, нет остальные такого? года. Не наблюдали? Такое есть. Есть. Такое есть. Но дело в том, что климатические условия очень Ливень очень смывает, сложные. все, без разницы. Да, хоть вверху, хоть внизу. Вот в 2011 году зацвела липа. Пчелы пошли массово. Полдня они работали. Была трения. С вечера пошел дождь шел всю ночь. На следующий день я вышел на пасеку, как они начали меня там долбить, блин. Они все... Отдай липу, где липу? Куда дел Они липу? не только тебя, еще соседние улицы начинают долбить. Ладно, у нас был синяк там 1,5 метра высотой. Взятки. После этого дождя они на синяке там перешли на синяк. Все, вот вся липа, полдня. И почему-то после липы они не переходят ни на кипрей, ни на дягель, ни на что, им Не ничего хотят, надо. да. Не хотят. Переходят. Ну, очень тяжело. Ну, может быть, дрессировать? Сиропчик какой-то? Вот нет? давайте на эту тему собрать материал экономический. Экономику мы должны подтвердить и доказать правительству. Как будто кипятком ошпарило. В прошлом году дожди залили. Сергей Иванович, это наше все 4 дня работает. боль-то. Или 3 А, дня. А чиновников не В этом волнует году это? не Выявлять неделю, но чиновников. получше. Так в Министерстве сельского хозяйства должен быть, ну, какой-то хоть орган, вот, пусть из нас же, но Слабо взять. инициатива с их стороны должна быть об этом. Ну что это мы здесь? По 2 ведра. Как против государства воюем? Не-не.